Неприятный запах, сырость и огромное количество комаров. Все двери и окна подвалов плотно закрыты. Но, как видим, проблему это никак не решает. Посмотрите на эту стену, сколько здесь комаров. Дверь в антисанитарию все-таки пришлось открыть, несмотря на тучи комаров. Проблема, как видите, серьезная. Сейчас подвал полностью затоплен, дышать практически нечем. Жительница дома под номером 25 по улице Московская в своем обращении в социальных сетях подробно рассказывает о том, как они здесь не живут, а выживают. Люк, который находится рядом после дождей, полностью наполняется. Отсюда затапливаются все подвалы многоэтажек, а особенно 21-го дома. Полностью легкие заржаветь, да, когда идут сильные дожди, что вот где-то метр 10, метр 20 нас затапливает. Первый этаж, новые берут, выбрасывают все, потому что в шкафах ищут. Фатима Машхоева живет в этом доме больше 20 лет. Говорит, влажность медленно поднимается наверх, проникая во все подъезды и квартиры, и повсюду распространяется плесень. В гости к жильцам практически никто не приезжает. Все боятся подхватить здесь инфекцию. В местную администрацию обращались. Приезжают, выкачивают воду в подвале, а проблема стоит на том же месте. Мы идем как отказники. Что значит отказники? Отказники нам предлагали приехать в 105-й массив. Мы отказались. Я живу примерно на 5-м этаже. Меня постоянно затапливает. Даже на 5-м? Конечно. Даже крыша меня дядаться. За вас никто не будет отвечать, потому что мы идем как отказники. Даже неудобно говорить, даже туалетную дверь невозможно открывать. До того запах идет. И комары. Короче, сырость, я не знаю, что еще сказать. В администрации города Назрани информацию о том, что многоквартирный дом признан аварийным, не подтверждают. Дом номер 21, расположенный в городе Назрани по улице Московская, на сегодняшний день аварийным не признан. И даже не создана межведомственная рабочая комиссия для признания его аварийным. А также данный дом не проходил по экспертизе. Нет экспертного заключения о том, что нужно его признавать аварийным. О своей проблеме одна из жительниц многоэтажек рассказала главе Ингушетии Махмуду Али Калиматову на приеме граждан. Руководитель региона поручил администрации Назрани решить сложившуюся ситуацию и помочь жителям. Этот старый дом, 78 года, построен в 78 году. Ну, там один дом или несколько? Это вот один дом, 21-й. Вот именно самый низкий точка. Он изначально был посажен неправильно. Ваше объяснение и объяснение мои даже, им же не легче от этого. Они же там живут. Понимаете? Конкретное решение, значит, аварийным признать, не признать. Потом преграду вверху поставьте. Там этап наберите, отводы делайте, дренажи. Может, оттуда начать, чтобы они не собирались около них. От того, что они неизвестно находят, не знаю, неважно. В прошлом году вот нам затопило квартиры даже. Мы все поменяли, все мебель выкинули. Вот срок, месяц вам, и мне доложите. После поручения главы республики была создана специальная комиссия. 26 октября на место выехали сотрудники ответственных служб, и ситуация, кажется, сдвинулась в пользу жильцов. Канализационный коллектор прочистили. В ближайшее время займутся затопленными подвалами. Будет разработана схема для прохождения ливневого стока. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов дал срок ровно 1 месяц. А значит, за это время проблема должна быть решена и закрыта. На данный момент разрабатывается схема прохождения этого ливневого стока, и она будет в кратчайшие сроки направлена и в администрацию, и в Министерство энергетики для согласования. В свою очередь администрация города Назрань взяла на себя обязательство приведения в соответствие подвального помещения данного многоквартирного дома. В кратчайшие сроки эти мероприятия будут проведены. Скажите, а почему эта проблема возникла и на каком балансе этот дом? Почему в таком состоянии столько лет? Данный дом состоит на балансе администрации города Назрань. Низкоплатежной дисциплиной управляющая компания отказывается уже работать с многоквартирными домами.
Проблема многих многоквартирных домов в регионе возникает из-за того, что не создаются управляющие компании, которые и должны заниматься поддерживанием санитарного состояния, решать возникающие коммунальные вопросы жителей и не только. ТСЖ нет и в этом доме. Но жить в затопленных подвалах нельзя, поэтому для начала разберутся с этой ситуацией, а потом займутся разъяснительной работой. Важно информировать о необходимости создания управляющих компаний. Ну а мы, в свою очередь, еще раз через месяц навестим жителей этого дома и узнаем, решилась ли проблема. Рина Сычоева, Сулейман Костоев, Новости 24.